Миром, братья и сестры. Ну что, приступим, помолясь. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сые вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистенные от всякие скверны. И спаси, блажа души наши. Вот, чтоб лысиной не смущать никого. Это, в общем, прочитал вчера комментарии, отзывы людей. Что-то мало кто делится видео, что-то YouTube как-то плохо с алгоритмами видео это не продвигает вообще. Предыдущие два вот по этой теме. В общем, сегодня хотел я поговорить про безопасность вот этих беспилотных аэротакси Серафим. Кофеечек немножко пью. Как мы знаем, да, что больше всего людей погибает в автокатастрофах. Почему это происходит? Когда едешь в автомобиле, у тебя пространство маневра ограничено шириной проезжей части. Вот, допустим, уснул встречный водитель фуры и погнал всех встречных собирать. И ты вот едешь, а уклониться тебе, ты же не можешь вверх сманеврировать или вниз. У Серафима такая возможность будет. Потому что воздушное пространство, оно ничем не ограничено. Майя, иди сюда, не обижайся. Кошка тут ходит, пристает. Обиделась теперь. Майя. Ну ладно. Вот. И по поводу безопасности. Значит, как бы я все это представляю, этот проект. Вот государство берет это на себя, это будет монополия. И оно дает техническое задание нашим славным авиаконструкторам, и всем IT-специалистам, специалистам по ИИ, интеллекту. В общем, в кучу команду собрать такое надо будет. И техническое задание такое. Сделать 3 версии летательного аппарата. Одноместная, двухместная и четырехместная. Плюс багаж там, допустим, на каждое место по 30 килограмм, к примеру, как в самолетах. Далее. В техническом задании должно быть, как он должен, принцип сам этого аппарата. Снизу находится аккумулятор, который можно быстро автоматически заменить на станции замены аккумулятора. Развивать эту инфраструктуру. Это по-моему, намного дешевле, чем каждый год ремонтировать дороги, вбухивать в это деньги. И мне кажется, когда эта вообще система воплотится, жизнь это аэротакси Серафим, то автомобили уйдут, это станут вчерашний день, они станут никому не нужны, их никто не будет покупать. Останутся на дорогах, скажем, там беспилотные КАМАЗы, фуры там будут грузы возить большие. Так, дальше что в этом техзадании должно быть? Конструкция простая. Вот еще раз поговорим про экономическую составляющую. Вот. Недавно вышел китайский кроссовер семиместный большой. Называется Xiaomi Sky Nomad. Это вот у меня телефон тоже Xiaomi китайский тоже. Вот эта же фирма выпускает. Там он, я в комментариях накидаю ссылочки про этот аппарат. Шикарная машина, в общем, там кресло с массажом, в общем, все это. Эти автопилоты, вот эти лидары уже по автомобилям, автомобили даже в Китае ездят, беспилотники, нормально. Да не только в Китае. И все работают, лидары эти, они даже, получается, человеческий фактор исключен, и они даже многие, эти
ситуации неприятные на дороге, предотвращает аварии. Жизни, можно сказать, людям даже спасает иногда этот искусственный интеллект. И вот этот автомобиль стоит, по-моему, на наши деньги, если перевести в Китае, там 3,5 миллиона. И вот, ну, посмотрите потом, вот, поймете, о чем я. Допустим, мне кажется, самый востребованный будет двухместный Серафим, когда вот на 2 человека. И мы, к примеру, берем какое-то Sky Nomad, центральные 2 кресла от него. Отделка салона, берем дисплей от него. Динамики. Не все там сколько их там, я не знаю, там 30 с лишним штук, а, допустим, тут нам 4 хватит. Достаточно, думаю. Ну, там, не знаю, там решат специалисты, сколько надо. Вот. Панель приборов полностью не надо, отсутствует, я уже это говорил. Ходовая. Потом ДВС там есть, короче, двигатель внутреннего сгорания на 1,5 литра. Он тоже не нужен, это тоже дорогая деталь, считай. Экономия какая. Колеса, ходовая, все это не нужно. Так, коробки, кстати, у этого уже Xiaomi Sky Nomad ее уже нету, короче. Вот такая тема. Тормоза не нужны. Вот конструкция, значит, снизу аккумулятор, тут двойное сиденье с возможностью развлечься и сделать себе, ну, спальное место, поспать даже на ходу. Фары не нужны, сейчас техническое зрение у этих беспилотных аппаратов и такое, что никуда не врежутся. Ну и потом как-то вот наладить эту всю систему, чтобы она, ну, сейчас, кстати, слава богу, короче, вот спутниковая российская группировка «Рассвет», она, ну, запускает, скоро будет покрытие всей страны. В любом случае интернет, и ГЛОНАСС. И вот систему навигации эту разработать. И, ну, запрограммировать так, например, чтобы 2 Серафима не могли ближе, чем на 100 метров друг к другу подлететь ни в коем случае. Потом это вот система опознавания свой-чужой, чтобы там, ну, многие сейчас переживают, что типа СВО идет, беспилотники летят. Ну, чтобы не перепутали, допустим. Ну, скорость сделать, допустим, ну, возможность, чтобы у него была, например, 300 км в час лететь, но ограничено, чтобы она была вот во время перемещения 100 км в час. И мне, к примеру, на родину слетать, там, я не знаю сколько, 10 тысяч километров примерно, ну, плюс-минус, может 8, точно не измерял, по прямой, если. Вот, и, ну, 100 километров в час, это получается 2400 километров в сутки. То есть мне 3-4 дня надо добраться, ну и плюс еще день, пускай на то, что я там на станции замены аккумуляторов вышел, кофе попил, помылся, душ принял и дальше полетел. Серафим меня понес. Плюс это намного интересней. Они должны летать на низкой высоте для безопасности. Может быть, там иметь подушки безопасности, так же как машина. Вот. И, ну, интересно же, летишь, короче, и с высоты птичьего полета обозреваешь красоты нашей Родины, самой красивой в мире. Вот. Теперь про экономическую составляющую. Там говорят, кому это выгодно, как можно на этом заработать, что это такое вообще, ну, зачем такие вложения. Ну, вложения, я говорю, поначалу небольшие, там 10 экспериментальных образцов, ну, сколько там, если, говорю, этот Sky Nomad, там больше наворотов, там 7 мест, короче, ну, плюс двигатель, плюс ходовая, в общем, ну, со всеми этими наворотами стоит 3400. То сколько этот двухместный Серафим обойдется? Я думаю, там сущие копейки по сравнению с этим. А десяток штук экспериментальных сделать и тоже станции этих запустить. Ну, там для начала не сильно большие деньги нужны, чтобы протестировать систему. Ну а потом, когда вот ставят уже государство на поток, вот АвтоВАЗ, это же убыточное предприятие, насколько я понимаю. Может не так, не поправьте.
Ну вот там же, короче, параллельные цеха наладить, чтобы выпускали эти серафимы, когда они уже разработаны, что они самые лучшие в мире получились. Надежные и комфортабельные. Наладили производство. И теперь посчитаем, ну это опять же повторяю, это должна быть монополия государства, ни в коем случае не отдавать этот проект в частные руки. Вот. Сколько сейчас в среднем зарабатывает таксист? Ну, я смотрел в Ростове на электричке таксист, то есть на бензин не тратится дома, а от розетки заряжается. Москвич 3Е, по-моему, машина у него. Ну, что-то там от 5 до 10 тысяч. В Москве видел там на Зикле 009. Там комфортабельный такой лимузин у него бизнес-класса. Но он говорил, что там 30-50 тысяч, короче, может заработать. Вот. А тут, получается, все эти деньги, ну, тут по прямой, без пробок, красоты России наблюдая с высоты птичьего полета, повторю. И, ну, в общем, ну, государство, это вот 50 тысяч, там 20 тысяч, ну, сколько бы ни заработало, это все деньги государства, то есть даже налоги с них вычитать не надо, не может же государство само у себя налоги брать. Вот. И вот это вот, ну, посчитайте сами, там, насколько быстро он окупится. Ну, в среднем, допустим, пусть 10 тысяч в день. В месяц это 300 тысяч. Это я по минимуму вообще беру, по самому. За год получается уже 3 миллиона 600 тысяч. Ну, то есть, как этот Скайномат стоит, а Серафим намного дешевле обойдется. И плюс тому, короче, когда мы у себя эту систему всю наладим, мы можем же, ну, заключать договора с другими странами, и у них там это все налаживать. А это вообще прибыль очень хорошая. То, что там таксисты без работы, водители останутся, ну, можно их, короче, вот работа появится по изготовлению беспилотников, потом по техническому обслуживанию станций этих беспилотных и, как бы, и самих беспилотников. Там подлетел, допустим, на станцию беспилотник, чему у него там ломаться, вот мне скажите, в общем. Это. Ну и следить за этим государство, то есть частники от этого, ну, мне, допустим, не надо, как я за машиной должен, своя ответственность, сам за ней следить, короче, а мне и так всякой работы полно, там мне ножи надо делать, семью кормить. А тут, получается, прилетел этот Серафим на станцию техобслуживания. Опытные мастера подошли, там каждый двигатель, 6 двигателей с винтами, протестировали. Так, этот какой-то стук подозрительный, давай-ка мы его заменим. Заменили двигатель, полетел дальше. Мастер берет, смотрит, ага, подшипник полетел, там больше нечему ломаться в этом пищеточном электродвигателе. Поменял подшипник, этот тоже уже заводит. Или лопасти, может, там, я не знаю, из строя будут выходить. А может, там сейчас наши из таких композитных материалов сделают, что они вечные эти лопасти будут. В общем, все реально. Вот я понимаю, да, что людям трудно, короче, поверить в сказку, да, как говорится. Я такой даже пример, короче, вот. Когда в далеком 1986 году, когда школу только закончил, у меня мысль такая, а тогда телевидение только у нас стало появляться на Колыме. Черно-белый телевизор на почте, там мы всем классом ходили на почту, смотрели телевизор, все передачи подряд. В общем, там, телевизор, чудо дивное, да. В общем, это. И мечтал, я там что-то там даже делился с друзьями. Говорю, вот бы, говорю, был бы такой маленький телевизор, чтобы в кармане можно было носить, а когда надо, там вынул, посмотрел. Ну, мне говорю, ты что, как это возможно? Ты что, бредишь, говорю, там, где ты, говорит, розетку в кармане возьмешь? Она ж, ну, чем ты запитаешь телевизор? Ну и вот мы дожили до тех времен, о которых я даже не мечтал. То есть вот у меня маленький такой приборчик. Я вот могу с вами со всеми общаться. Если бы я такое мог предположить, и вообще у меня там много информации доступно.
в одном кармане. То есть все книги мира заменяет, можно сказать. Ну, не все, но, в общем, много информации можно подчеркнуть из него полезной. Если бы я тогда, кому-нибудь рассказал, что такое возможно, что можно по видеосвязи с маленького карманного устройства общаться, мне бы, не знаю, там в лучшем случае назвали бы фантазером, а в худшем могли и в дурку бы упечь, наверное. А теперь вот это все воплотилось. Ну, тоже кто мог тогда предположить или поверить в это? Так же и здесь. Все реализуемо. Предпосылки все к этому есть. В России лучшая в мире атомная энергетика, то есть дешевая энергия для зарядки аккумуляторов. Но уже повторюсь, спутниковая группировка «Рассвет» развивается. Беспилотные летательные аппараты. Война заставила в этом тоже, людей стать специалистами. Причем они же дешевые делают абсолютно, чтобы там одноразовые вот эти дроны. Война закончится, вот можно все это, а можно даже во время сейчас, СВО, не война же. Прямо сейчас развивать. И чем быстрее, тем лучше, потому что, другие страны-то, думаю, тоже дремать не будут. А тут кто первый сделает этот прорыв, толчок, то за теми будущее. А так хочется, чтобы будущее было это за нашей страной многострадальной. Я понимаю еще тех людей, которые там любят автомобили. Вот у меня друг, например, Гриша, он Мерседесы любит. Тут, можно оставить это как хобби. То есть берешь машину, доводишь ее до идеального состояния, и она у тебя как музейный экспонат, там пофотографироваться, когда никогда выехать, какой-нибудь автопробег устроить. И вот представьте, насколько будет меньше пробок, во-первых, если это все будет. Потому что машины, они уже как вчерашний день, они уже, говорю, мало кто будет пользоваться, только такие любители, фанатики отчаянные. А что еще? Состояние дорог, во-первых, уже меньше нагрузки будет на дорогу. Пробок будет меньше. В общем-то, и у людей нервы целее. Что, как в той песне поется, это не я имею машину, это машина имеет меня. Это у меня тоже, опыт большой вождения. Особенно, когда на старой технике. Там постоянно все ломается, постоянно руки в масле, постоянно эти расходы непредвиденные. То одну запчасть купить, то другую, то третью, сами понимаете все. Я не знаю, чтобы не утомлять ваше внимание, наверное, буду заканчивать на этом. Помолимся, братья и сестры. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. С Богом, братья и сестры. До новых встреч.